Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, это второе видео э, «Мой путь к мечте». Моя мечта — это взять участок. Я искала участок в городе, но после первого видео мне много кто что насоветовал, и я решила взять гектар. Но прежде чем взять, я решила разобраться, какая земля, что там, как там. В общем, у меня тут, я выписала много номеров, еле нашла на сайте, на картах. На Дальнем Востоке пытаюсь открыть карту, загружается очень медленно, непонятно. Увеличиваешь, там вообще все исчезает, вообще ничего не понятно. В общем, я не знаю, это какие нервы должны быть у человека, чтобы все-таки или просто наобум взять, начертить там квадратик какой-нибудь, типа гектар взять, и все, и нормально. А то, что, оказывается, надо столько узнать, прежде чем взять, потому что там на карте все зарисовано в квадратиках. То есть я понимаю так, что люди взяли, то есть начертили участки, которые хотят взять. Вот. И там получается как бы вся земля в квадратиках. Но непонятно, взяли они или нет. То есть просто начертили и забыли, ушли, или все-таки они взяли это. То есть, непонятно, вообще непонятно. Квадратики черные, квадратики серые. То есть это взяли участки или просто нарисовали, или уже подписанные договора, или уже используют. Вообще ничего не понятно. Вот, решила, еле нашла там список, трудно было. Написала в техподдержку Дальнего Востока. Они, гектар на Дальнем Востоке, который РФ, они мне написали, что там-то, там-то, внизу под всеми там координатами, партнерами, там внизу вы найдете список. Я нашла его. Я его пролистала, там все вот эти департаменты, вот всех наслегов, там улусов, городов и так далее. Все перечислено, я нашла наших. Вот, даже выписала номер. В общем, вот прям покажу вам. Несколько номеров, прозвонила только на этом, более-менее мне что-то ответили. Конечно, ответы я на свои вопросы не получила вообще. Все размыто, вы пишите, вы заявление, вы то, вы все. Какое терпение должно быть у человека? Я, конечно, и расстраиваюсь, и злюсь. В общем, что я выяснила? Получается, чтобы посмотреть участок, надо не только там посмотреть, там ты примерно можешь посмотреть, потом можешь зайти в какие-то другие карты, там гуглы, не гуглы, там Яндекс, я не знаю. В общем, полазить по другим картам, да, поискать там координаты, потом перейти к ним опять, где карта очень долго, очень трудно. Я даже прождала час, она так и не загрузилась. Это при том, что я бы поняла, если бы я была где-то там в деревне, где плохой интернет и так далее. Я в центре города нахожусь, я хочу найти участок, то есть интернет хороший, но сайт загружается вот прям, ужасно вообще. Вот, ладно. В общем, я говорю, помогите, я хочу выбрать участок. Вы сможете мне помочь? Потому что я не могу выбрать, я не вижу, у меня не загрузка идет, все в квадратиках и так далее. Но я ему все это объяснила. Он говорит, нет, вы сами. Я говорю, хорошо, тогда объясните то, что я выберу. И при этом, что это никто не говорит об этом. Какой статус земли будет? Вот что, оказывается, откуда надо плясать. Статус земли может быть типа лесного хозяйства, там граница лесничества, потом сельхозземли, земли населенного пункта. Вот. На одном нельзя одно делать, на другом другое, на третьем все подряд нельзя, кроме там чего-то одного. В общем, вообще непонятно. То есть ты там, как говорится, мечтаешь, да, там, не знаю, кого-то выращивать, кого-то садить, да, высаживать что-то, зверей, там, животноводство, да, вот это развивать, там, кто-то дом хочет, да, а земля, статус земли будет, категория земли что-то другое. То есть не факт, что ты еще и угадаешь, взяла, и это только узнать можно только после того, как ты
И получается, что чтобы мне посмотреть статус Земли, это я могу узнать только после. Также мне надо зайти на другой сайт, выяснить это все. В общем, я не знаю, как люди берут эти гектары. Просто наобум начертили и взяли. Нарисуем, будем жить. Ладно, поразбираюсь еще немножко в этом, пока терпение мое вообще не иссякнет. Это опять же надо ехать туда, это очень далеко. Смотрела гектарщиков, кто уже взял. Они 20 минут там, то есть от города. То есть они вот стоят, а на заднем фоне у них дома, пятиэтажки, все это стоит. Я говорю, это как вообще? У нас, чтобы взять, ты уедешь чуть ли не до другого города. Это очень далеко. В общем, я не знаю. В общем, я поразбираюсь еще в этом деле. Посмотрим, насколько меня хватит. Но все непросто, потому что на карте ты рисуешь одно, даже координаты я записала. Я по координатам сошла с дороги, пошла в лес, вот это вот все смотрела, пыталась, чтобы меня спутник точные координаты меня направил, шаг влево, шаг вправо, оказывается, так сильно значение меняется. В общем, вообще непонятно. Спросила, говорю, а можно сразу с этим инспектором или кто это там кадастровым, кто ставит вот эти вот колышки, то есть кто конкретно говорит, где находится твоя территория. То есть, оказывается, это тоже после того, как ты... Я говорю, как я могу после того сделать, если я не могу найти координаты этого участка, то есть вообще, то есть сравнить координаты в реале и координаты, которые в карте, которая, учтите, еще и не загружается. В общем, какой-то замкнутый круг, я не пойму, почему так все сложно. Мы в каком веке живем, и карта не загружается. Ну это вообще что? Так что ждите третью часть. Либо буду вся в слезах, либо я добью это и найду этот участок, который хочу. Всем пока.